Как стать волонтером и суметь помочь в поисках людей? В этом году в Якутске начала работу школа спасателей при Якутском региональном отделении Российского союза спасателей. На занятиях добровольцев побывала Ольга Лысак. Завязать правильный узел для спасателей-добровольцев не проблема. Считанные секунды. Сложнее показать готовность прийти на помощь незнакомому человеку. Действовать нужно быстро и слаженно. Собрались люди различных профессий, различных возрастов. Но все люди взрослые, все мотивированы, все понимают и имеют желание оказать помощь ближнему. Поэтому занятия у него проходят с утра до вечера, почти без перерывов. И у нас отсева пока нет. 30 человек, прошедших обучение, уже смогут участвовать в поисковых работах. За 3 дня участникам школы спасателей необходимо закрепить теоретическую часть. Это оказание помощи, транспортировка пострадавшего, радиационно-химическая защита и преодоление водной преграды с помощью навесной переправы. Ольга – опытный турист. С друзьями выбирает маршруты, которые требуют серьезной подготовки. Признается, ей не хватало практики по выживанию в сложных условиях. Поэтому с радостью пополнила ряды спасателей-добровольцев. Получить опыт от самых, что ни на есть, профессионалов в этом деле – это великая удача. Это все очень полезно. Появляется огромное количество идей применять это на практике. То есть это не просто голая скучная теория. Это то, что мы видим, что нам реально может пригодиться в нашей туристической жизни. Человек без подготовки, говорят специалисты, может участвовать в поисках. Только он не окажет первую медицинскую помощь, не соорудит носилки из канатов и не сможет прочитать следы на земле. Эти навыки, уверены спасатели, обязательно пригодятся во время поисковых операций. Ольга Лысак, Георгий Григорьев, Якутск.